Bizde, блин, каждый на GX скоро должен ездить. И каждый скоро станет президентом, да? Кыргызча сөйле, только кыргызча, кыргыз, қаландар өлсін. Чуть-чуть иногда бывает, сердце такое бьется за страну, ты такой выговариваешься. Чтобы открыть точку, мне кажется, по-любому должен быть какой-то человек, который приглядывает за твоей точкой. У меня есть две версии создания ванчопа. Первый – это образ ванчопа был срисован с человека, который был очень уважаемым на районе, его звали Чолпонбек. И второе – то, что так звали Асхата Табалдиева на районе. Так вот, развей наши мифы и скажи, кто такой ванчопа? Откуда ты это перенял? От Асхата Табалдиева или просто так, с района увидел? Ну, вообще, это слово ванчопа, это имя. Первый раз от Асхата мы услышали. Вообще, образ ванчопа – это такой собирательный образ со всех районов, со всех людей, которых ребята во всех разных районах видели. Вот. Это не о личности фильм, а о таких ребятах, как он. Я думала, что его именно зовут Чолпонбек, и оттуда идет уже эта кличка. Он как Асхат Ванчопа. Его же звали так, по району. Я же это... Нет, не его. А кого? Есть личность, который на самом деле в 2000-х такой был популярный среди ребят на районах. Да, был популярный, и у него была кличка такая уличная, Ванчопа. Вот. Крим-авторитет района. Да, а Асхат уже в творчестве там иногда добавлял это имя, потому что были люди, которые сразу же узнают. А какой это район был? Ну, вообще, это микрорайоны. Вот. Вообще, в 6-м микрорайоне был такой чувак, которого звали Ванчопа. И когда мы сняли фильм Ванчопа, художники нашли школу, где мы будем снимать, где сама такая школа по архитектуре и по дизайну была похожа на те старые школы в 2000-х. И так совпало, что этот чувак тоже учился, оказывается, там, в этой же школе. Причем даже, по-моему, кабинет тоже совпал. Да. Круто. А какой гонорар ты получил за роль Ванчопа и куда ты потратил эти деньги? Я получил уйму аплодисментов. И все. Ну, можно сказать, мы больше потратились на фильм, чем заработали. Потому что, не окупился. Вообще фильм окупился. Я сейчас же о себе, да? Вот. Я больше потратил на этот фильм. Как время, душу, кровь, пот. Хорошо, давай по-другому вопрос я задам. Смог бы ты купить на эти деньги, на гонорар свой, iPhone последней, получается, марки? Так, мой iPhone заработал бы больше, я скажу. Мой iPhone, который уже есть, снимая всякие ролики, заработал бы больше, чем я заработал, снимаясь в этом фильме. Понятно. Не выбьем мы сегодня деньги. Да. Гонщик-таксист. На самом деле очень трэшовый фильм, какой-то непонятный. Я не смогла досмотреть до конца, если честно. Я просто хотела к DVD сломался. DVD сломался, да, телевизор сгорел, настроение упало. Как ты в том фильме объяснил? Ну, я могу всю историю рассказать. Это очень интересный фильм, кстати. Он во многом странный, как вы говорите. Звонит мне... нет, начну с этого. Мамакеев, продюсер, знаете. Знаю. Это его фильм, не наш. Я вот даже не писал этот фильм. Мне сказал сыграть, я сыграл. И только Мамакеев, оказывается, куда-то спешил, заказал нам такси. Подъезжает, сидит и он так... Таксист, оказывается, вел шустро по дороге, там, объезжал навстречу, уезжал. Он такой: ничего себе, зачем так делаешь? Ну, он говорил, я гонщик, типа, я стритрейсер. Оказывается, у нас есть в городе. К тому моменту я реально не знал, но есть, оказывается, стритрейсеры, они где-то собираются, гонятся, и там они любят машины разбирать. И вот он один из них, оказывается, таксист. Он говорит: ты, может, меня довести до туда-то, если мне срочно нужно? Да. Вот мне сейчас нужно попасть до туда-то за столько-то минут. Ты можешь, что ли? Да. Ансег Меса, там, сколько-то денег дам. И он такой: ну хорошо, и у них пари, и он доводит сюда-то за сколько-то минут. И он такой: нифига себе, сегодня до кино Ташкирейкен. И он мне вечером звонит, Мамакеев, говорит: Джанш, что ты сейчас делаешь, сейчас свободен? Там эти ребята то-то, то-то делают, ты свободен? Я говорю: ну да, у меня съемки одного фильма были. И что, там параллельно тарталасың мы? Ну да, там мне мало осталось. Да, кино тарталасың. Гельсен, рецентрга. Рецентрга вот так прихожу,
Короче, он мне рассказывает сценарий, короче. А он такой сам человек, Мамакеев, он все, да, в одном человеке. Всего по чуть-чуть он умеет. Вот все, да. Ну и, в общем, он это может подытожить и, скажем, разбираться во всем, да, он может. Такой шустрый очень человек. И он такой, короче, фильм. И он такой начал придумывать сам. Короче, будет мальчик, вот такой-то, такой-то, на-на-на-на-на, и вот таксиста нужно сыграть. Хорошо, ты согласен? Согласен. Там, насчет денег мы такие договорились, такой гонорарчик был такой условный. Давай, давай, давай. Шик. И на следующий день у нас начались съемки. Нету сценария, нету ничего, но на следующий день нужно организовать съемки, начались съемки. Фильм снимался 24 дня, и в течение 24 дней фильм вот так вечером придумывали, на следующий день съемки были. Самый неорганизованный фильм, да, получается? Да. Самый Но он неорганизованный. потом зато пробился в топы, в тот момент 5 миллионов просмотров, одно видео, такого не было, он и побил рекорды, короче, по просмотрам. Да. Получается, после этого фильма ты стал более узнаваемым среди, да, наших жителей? так Ой, я, скажем, если честно, не горожан. знаю, откуда я узнаваемый, я просто такой, я Этот не гонщик акцентирован таксист, на он в этом. каком году был снят? 13-й, по-моему. 13-й, да, год? Или 13-16 ты говорил то, что вы снимали «Конок», Да, 16-й он где-то, да. а 16-й «Конок», а там был в 13 году. Да, это что, 7 лет прошло, да? Это был твой первый опыт вообще как актера в таком фильме? Я одновременно в тот момент в Да. 2 фильмах снимался. Я написал Джапарова Кекеч фильм «Заика» Мгм. и «Гонщик-таксист». Одна комедия, та драма. И я вот в один день, у меня были съемки в один день. То есть я утром снимался, я играл в грусть, вот эту драму. А потом я туда перенаправлялся, там еще и люди другие, площадка другая, атмосфера другая. Там комедия, мне нужно вот входить в образ такого дурака. А там я обратно должен такого очень ответственного человека. Мне тяжело было вот в один день. Тук-тук-тук-тук, вот так. съемки Сейчас совпали. давай для уточнения наших зрителей. Мгм. На кого ты отучился? На режиссера. На режиссера. Да. То есть ты все это понимал, да, уже как отыгрывать, что это. Просто почему-то я думала все время славянский экономист, там еще что-то такое. Славянский экономист. Еще вы думали, что я с юга, да? Да, еще я думала, что ты с С юга. Испаны там. Мгм. Да. Хорошо, хорошо. Это откуда это амплуа все дается? Ага. Не знаю, наверное, судя по образу Хуанита, там, о, коляр, на. Я такая, ну, наверное, человек с юга. Там вообще-то мексиканский был, а не лилекский. Как ты считаешь, вирус на самом деле существует или это просто какая-то? Какой вирус? Коронавирус? Коронавирус, конечно, существует. Есть. Паника вокруг него, возможно, такая бывала временами искусственная. Надутая. Ну, конечно, какие большие игры же происходят в мире между странами, внутри страны, власти, там, возможно, какие-то моменты для них выгодные. Вот, возможно, это чисто я так предполагаю. Да, с любой информацией они так могут играть. Вот. Также с информацией насчет вируса как-то, может, поиграли. Но так вирус, конечно, существует. Просто некоторые люди слишком во флаг взяли это, такие, хотят самовыражение такое. У меня иначе познание, да, насчет этого. Все говорят, существует, а те такие, это такое самовыражение, да, способ демонстрировать себя. Типа, а он не существует. И взяли ровно обратное, да. Они могли демонстрировать себя, не знаю, в придумывании, как носить перчатки, в придумывании, как придумать, там, не знаю, какие-то формы масок, да. Дешевый так, антисептик. Да, дешевый антисептик. Могли вот так демонстрировать себя, да, но нет, они лучше что? Ровно обратно берут. То же самое, я считаю, что все люди, атеисты, они люди, которые хотят демонстрировать себя. У них вопрос насчет себя самого. Кто-то татуху себя бьет и говорит, вот демонстрирует себя. Да? Это демонстрация, да, самовыражение. А кто-то приходит к этому через дольший путь, да. А кто-то хочет четко, чтобы сразу видно было это. И вот когда атеист говорит, Бога нет, все такие, о, вокруг него собираются же, хотят ему доказать, а ему это классно. То есть он такой, о, Внимание. да, он там что-то там заметил, какую-то загвоздку, и он начинает так думать. Поэтому это такие же люди, которые думают, что вируса нет, такие же люди. Если бы они чуть-чуть дольше вот в интернете порыскали, это как раз таки люди, которые мало читали насчет вируса. Кто дольше чуть-чуть читает, он узнает еще подробнее. Человек так не может считать, что его нет. А вообще карантин как на тебя повлиял? Чем ты занимался в этот период?
О, вообще для меня положительно сыграло. У меня вот вообще не было времени для саморазвития. Не было времени? Да, то есть здесь до этого, до карантина, только работа, дом, там, да, там, отдыхи, семья, обратно, работа, да. То есть ты везде такой в волне, в которую ты сам себя вписываешь. А тут все остановилось просто. Там хороший шанс уйти в пучину внутреннего себя, узнать себя, там, чуть-чуть подкорректировать некоторые моменты, да. Ну и всякие познания, я люблю всякие теории, гипотезы. Начал изучать тоже, читал. Мгм. Наконец-то дочитал книжки, которые не мог находить время там, да, чтобы прочитать. Сериал, который я столько лет, вот я прям уверен был, что он классный, но вообще вот не было времени. Досмотрел этот сериал. Вот. Ну, то есть с удовольствием провел карантин, да? Ну да, я вообще всегда так. Если время так само произошло так, значит так должно было произойти. Я просто вживаюсь да, в эту ситуацию, вот в эту позицию. Незачем там страдать. Так должно было быть, а вот так было бы лучше. Все равно же происходит вокруг тебя это. Просто живешь. Почему тебе не нравится роль Кайнене? Вот ты ее терпеть, мне кажется, не можешь. Ненавижу эту роль вообще. Но она так вот прям полюбилась народом, но все равно. Вот я даже слышала то, что было такое на съемочной площадке, типа, нет, давайте уберем вот этот эпизод, давайте Кайнене не будем писать. От того, что она полюбилась народу, я еще больше начал ее ненавидеть. Потому что мне приходилось играть его. Вообще, в первый раз, когда снимали этот образ, персонаж, там актриса не пришла. Я просто заменил актрису. Типа один скетч всего лишь, мы так много скетчей снимаем. И часто бывало то, что там кто кого играет, да, кто бабульку, кто деда. И вроде бы нормально, да. И это сначала не был персонажем таким, типа, чтобы сериал был, чтобы много. Это просто один скетч, а просто одна история. Должна была закончиться и все. Как раз таки Эркин, он влюбился в этот образ, блин, говорит, давай еще одну серию напишем, он классный, народу нравится, вот все комментарии пишут. Потом еще. Я говорю, блин, пацаны, один сезон. Вот в итоге я согласился на сезон. Один сезон, и все, на этом заканчиваю. Без всяких. На следующий сезон там другие. Хорошо. И это самые топовые персонажи. Давай еще один сезон, короче. Вот там я еще раз. Нет, народ любит. Как без них? Это сейчас самые любимые они. И вот так 4 сезона везде отснялся. Потом я уже Почему тебе не нравится этот роль? Почему образ? персонаж, да, ну не знаю, То, что просто ты перевоплощаешься в женщину, в бабульку, из-за этого потому тебе что, нравится? да, наверное, потому что женщина. Просто вот в КВНе я не был против играть женщин, девушек, потому что там тебя не гримируют. Ты именно манерами подаешь, да, эту девушку, там, чиксу, там, молодую девушку или там бабульку. Ты манерами просто даешь. В КВНе нету, да, перевоплощения именно по костюму. А там у меня полностью переодевают, то есть я превращаю в женщину. Когда я на нее смотрю, я не думаю, что это я. Я всегда смотрю, как будто это просто женщина. Всегда вот так просто смотрю, типа, а вон та женщина обратно сейчас, ага. Просто персонаж сам играет, он такой, да, он сильный, он такой, я ее характер собрал с известных мне людей в жизни. То есть я такой, по чуть-чуть характер просто брал от женщин, которые я знаю, да, от манер, которые мне смешные, ироничными показались. Я такой брал, и вот это само собралось в ней. Многие персонажи, они сами играют. Вот Ванчопа. Я вот начинаю играть, все, он уже сам живет. Вот я вот так одеваю этот персонаж, и он сам играет. А есть персонажи, которых мне приходится играть. Вот, допустим, какой у меня очень сложный опыт был. Супер Гудалар. Это вот Эрмека и Эмиля фильм. Он хорошо в кинотеатрах пошел. И мне там просто нужно было сыграть парня. Просто парень. И вот он такой-то, такой-то. А я же всегда дураков играл, ярких персонажей. А тут нет, мне приходилось думать, как он себя ведет. Каждый момент думать, как он разговаривает. Очень тяжело было просто парня сыграть. А вот таких, оказывается, дураков, всяких ярких персонажей легко. Тем более, я выстраиваю его биографию. Это вот по режиссуре, да? Секрет есть. Если есть персонаж, нужно выстроить его биографию. Кто он, откуда он, там, как он жил, как он вырос. Когда ты выстраиваешь, он сам уже живет такой. Я себя веду так. И он такой сам себя как-то ведет. Вот. А этот мальчик, блин, очень тяжело было. Кто он? Какой он, короче? Тяжелее. Даже в наших скетчах я играл вот всяких там, то Айлюк Мөт, то там ТК Channel, да, там какой-то там, это экстремал,
то обратно на женщину, то в Анчопу, и вот всех разных играешь. Там, и тут мне пришлось просто там парня, там, молодые ребята сидят, у них какой-то разговор, и на этом заканчивается прикол. И я такой не могу, не получается. И Радик, тот режиссер, он говорит, блин, башкача не получится. Я говорю, как? Не знаешь, короче. А ребята сами спокойно могут сыграть. А парни, ну хорошо. И парни сыграли, да? Когда мы с тобой там были на студии, ты сказал то, что под этим видео, под твоим интервью соберется очень много негативных комментариев и хейтеров. Да. Как ты думаешь, из-за чего? Почему ты так подумал? И, может, ты знаешь, что причина, почему тебя хейтеры не любят? Ну, хейтеры, они же для того, чтобы не любить же, да? Их много, и они хоть у кого есть. Хоть у кого. Ну да. Я вот думал, мне до какого-то момента у меня была надежда, типа, вот, наверное, бывает так, что нету хейтеров. Вот где это может быть? День платка, что ли, был? И такие девочки проходят, и типа, мы хотим просто сегодня день платка, можете примерить платок, типа. Просто примерьте, кто хочет. И они такие примеряют просто, и девочки такие, труба радуются, я никогда не пробовал, и на зеркало смотрят, так красиво, да, вообще? Ничего плохого в этом нет, да? Вот кому сейчас придерешься в этом? То есть, да, та девочка сама хочет одевать. Эти тоже никого ничего не заставляют. Они ничего нравственного, там, всякие нотации не говорят. Они просто, хотите сегодня день платка, примерьте, вы же девушка. А платки это же для девушек, да? Ну, да. Не для парней Ну, же. да. И вот девушка, попробуйте платок. Вы пробовали когда-нибудь? Нет, давайте. И они такие, вау, классно, классно. И вот такой ролик. Все попробовали. Я такой, очень милое видео. Я такой, ой, так классно. Я такой комментарий, я думал, ой, вот здесь вот точно нету хейтер. Нет, там. И я тогда уже, все, окончательно, оказывается, вообще без разницы. Всегда найдется, с любой стороны. Там, я даже пробовал чертить. Это вот сознание нашего народа, кто в какую сторону, я пробовал даже чертить. Скажем, там в эту сторону патриотизм идет, да? Это такой патриотизм, здесь патриоты, вот, только кыргыз, да? Там дальше фашизм превращается, да? Такой, вот, в такую грубую форму, да, патриотизма. И вот с этой стороны он протекает, наоборот, такую в интеллигенцию, книги, надо любить всех, не обязательно только кыргызов любить. Там ингуш тоже человек, да? Там ингушский ребенок тоже человек, там его тоже надо тоже любить, Ну, пусть да. он живет, да? То есть в этой стороне это такое широкое сознание идет. Это вот я чертил даже. И вот в эту сторону так можно тоже чертить. Если там идет такая своя интеллигенция, там есть кыргызские, которые хорошо разговаривают на кыргызском, но при людях они говорят, что они кыргызский не знают. Я не понимал таких людей. Я начал изучать, на что это давит. Это какой-то блок есть. И это, оказывается, опять же, людям важно, в какой они среде, кем они себя хотят демонстрировать. Это очень такой сложный вопрос. Это социальный рисунок людей, да? И он начал смотреть, и я такой думаю, где бы ты ни оказался бы, какой бы ты контент ни делал, ты вот в этой таблице остаешься с одной стороны, и обратная сторона придумает, как тебя захейтить. Вот. Мен кыргызча жакшы сүйлөйм, мен кыргызча жакшы билем. Просто сүйлөбөйм. Да. Ой, кыргызчаны сөйлеп, орысча сөйлеп, бүт тилди үйрөнүш керек. Дело не в этом. Лучше на всех языках мира рассказать, кто такие кыргызы. Да, вот. Вот патриотизм, да. Да. А то, что только один язык, это уже фашизм называется. Не патриотизм. Жигиттер силерге айтып атам. Ты режиссер фильма «Конок». Я знаю то, что ты недоволен этим фильмом, потому что вот как-то ты его не афишировал, как-то скрывал. Вот у меня вопрос. Если бы у тебя было бы такое, то, что ты вернулся бы назад, кого бы ты из актеров поменял, либо что бы ты изменил в этом фильме? Фильм «Конок», да? Да. Вы знаете, как мы называем этот фильм? Так. Это энциклопедия, как нельзя снимать фильм. Это был наш первый опыт. И мой тоже, где я в качестве режиссера выступал. И одновременно играл. Это было, адски тяжело. Да. Еще и это первый фильм. Там именно по стрессу тяжело было. А? Какой год? Год. 13-й, по-моему, или 16-й, я не помню. Где-то так, честно. Я возраст свой не знаю еще. И поэтому, этот фильм такой очень нам дался. Во-первых, он очень много опыта нам дал. После него как раз мы начали проект «Элемнедеть», уже такие, уже знающие, да, набились на глаз, на руку. Вот. А сам фильм, да, я чуть стеснялся, хотя у меня есть GSD, очень критичный человек, много чего сразу не нравится, но он, это из родственников,
И когда он сказал, что этот фильм понравился, я такой, все, зато ему понравилось. Да. Ну, раз уже это пройденный этап, можешь сказать, сколько вы потратили на этот фильм? Как бы это же не секретно, так? Мы, кстати, на свои деньги снимали. Ага. Спонсоров не было. Вот. То есть вы выхлопа никакого не получили, да, Нет, от этого нет, фильма? нет. Ну, в кинотеатрах он простоял сколько, 2 недели только, и все. И Даже никто не не пришел? забрал даже такси гримера. Мгм. А на YouTube вы заливали этот фильм? Потом, да, через 3 года. И сколько он там просмотров набрал? Сейчас я видел там 1,5 миллиона, по-моему. 1,5 миллиона. То Где-то есть люди так. по-любому это, грубо говоря, А съели. потом по ТВ много крутили. Вначале, когда мы уже отсняли фильм, мы такие сами идем на ТВ, на канал, ну, типа, давайте поставим, там, за определенные условия, ну, скажем, посередине мы поместим рекламу нашего спонсора, а вы поставите этот фильм вместе с рекламой. Я такой, не-не-не, давай, там, бабки, или, там, деньги. Потом, когда мы уже в YouTube, они же не взяли, в YouTube поставили, просмотры хорошие пошли, и каналы начали сами спрашивать. Мгм. И почему-то уже потом уже перестали спрашивать, просто сами брали и ставили. То есть сейчас получается, чтобы твой фильм показывали, крутили по ТВ, надо им отбашлять. У нас в стране, да, деньги. А сколько просят в среднем? Ну, честно, я вообще не силен в цифрах, и в памяти тоже, тем более, цифры у меня вообще не лежат. Но просят, ну, по процентовке, ну, типа, половину этих денег. А чтобы это снимать, ты сам точно не заработаешь. Там у нас чисто такой творческий энтузиазм, мы такие, главное, снимем, и чтобы это все люди смотрели. А они уже хотят с этого деньги. А ты должен оплатить, сколько людей это будет работать. Ну вот после, получается, этого фильма вы сказали, что вы были в Eliminate. Да. Там вы работали уже за зарплату, либо же вы просто работали на свое лицо, его раскачивали? Да, на рейтинг просто. На рейтинг? Да. Это все было просто дружно, на чистое такое, это, да, по-братски, можно, грубо говоря, сказать. С ребятами? Да. М, По сути, вам предоставили студию, камеры, сказали, нате, раскачивайтесь. Ну, да. Мгм. Почти так, да. Почти. Или не совсем так. Расскажи историю Нет, сам вопрос того- в чем? Наши отношения с друзьями друг к другу или отношения со студией? Нет, отношения у вас вообще получается как... было ли у вас какая-то определенная зарплата? либо Нет, вот на нет, в рейтинг? творчестве нету денег, вообще нету. Это мы убедились. Разве что, если это будет твоя студия, твоя камера, классные спонсоры попадутся вовремя, да, или инвесторы временно, чтобы деньги обратно забрать. Еще и фильм выстреливает, хороший фильм причем. Ты попадаешь с актером, попадаешь в плане, ты угадываешь, какого актера нужно. Попадаешь с темой, только тогда ты хорошо можешь заработать. В остальном это голый энтузиазм. Но только вот это умение, вот этот, держать шарм, харизму, это все продавать отдельно, скажем, в этих мероприятиях, личных мероприятиях людей, если мы можем только там продавать, только там могут быть деньги. Скажем, что-то сыграть у кого-то на личном празднике. А чисто для экрана, то, что мы делаем, это все, пока это все тяжело у нас. Даже, допустим, есть YouTube, где можно на просмотрах монетизировать, да, все? Да. Да. Там тоже, к сожалению, пока не все честно, потому что, скажем, это должна быть такая большая машина, в котором ты все время снимаешь. Все время снимаешь. Только тогда, наверное, хорошая польза будет, да, то есть вот эта работа, которая вот требует, да, вот эта работа, которую, чтобы организовать вот это все творчество, вот этот контент, к сожалению, не оплачивает монетизация та. Вот. Ну, допустим, если я там просто буду брать интервью, типа, у нашего общества, ну, типа, как дела, там, что-то одеваешь, именно провокационное что-то, тогда люди будут смотреть. А если это будет чистое творчество, которое мы хотим, уже меньше людей смотрят. Ну да, круг сужается, да, аудитория уже Вот меньше. элементарно сейчас пример, да? Вот фильм «Биртуганчик». Это ребята наши снимали, с нашей лиги, КВНщики ребята. Там кто-то учится 5 лет, да, для кино, там, сценаристами. А КВНщики там, вот наши ребята 7 лет играли, то есть они и учились, и практиковали одновременно, да, на сцене. И постановку, и режиссуру, и игру.
Поэтому ребята КВНщики, я скажу, вот именно моего поколения, с моей лиги, с команды, они намного опытнее, чем те, которые закончили там эти киношколы. Вот. Поэтому им удается сейчас снимать, потому что они еще и близки к народу. Именно вот такой зрительный даже контакт, скажем, со всем народом. Почти у каждого из этих ребят был, да. Поэтому... И вот они опытные такие, классные тему выбрали. Скажем, вот «Биртуганчик» сняли, да, и там какая-то касса отбилась. Целый год стоял он, кстати. В то время это был рекорд. Год стоял, да, фильм у них «Биртуганчик». Да. Потом выходит фильм, извините меня, он называется «Түндүктүк келин». Столько же кассы выбивает, даже больше. Просто потому что провокационное название. Потому что «Түндүк», ага, и наш народ такой, пойдемте, «Түндүк» же, потому что мы «Түштүк», а «Түндүк» идут, потому что мы «Түндүк». Из чего они как-то разделились, да, скажем, может кто-то там посередине, а он что, почему должен смотреть? Я не знаю, и вот такие провокационные темы, и наш народ валит туда. Это не совсем честно по отношению к культуре самой, да? А это, получается, была комедия, да, тоже? Я бы не сказал, что это фильм даже. Извините меня, создатели этого фильма, я смотрел. Вы губите кыргызский фильм, да, скажем. Но никто не запрещал. У кого есть камера, тот может снимать контент, да, и как хочет его продает. Вот кроме того, что вы актер, режиссер, бизнесмен, вы еще ведущий. Было ли такое, то, что вам стыдно за какой-то той, который вы проводили? Потому что такой был жуткий конфуз. Например, я знаю одного ведущего, он мне рассказывал то, что у меня был такой неловкий момент, когда невеста изменила, получается, мужу на девичнике, он об этом на свадьбе узнает, и весь той, короче, у него убирает, говорит, я ей деньги потерял. Вот это, мне кажется, трэш. Вот такого трэша разве не было? Была такая история. Девушка была такой, с хорошей семьи, такой, не скажу, что с образцовой, а такая, с богатенькой семьи. А парень был такой простой. Свадьба идет, и они что-то со стороны невесты, они такие сидели, ну, надменно чуть-чуть, ну, типа, они лучше. А те такие простые, такие, танцевали, пели, такие, эй, там, уделяли внимание, там, кудаларга, да? А потом настал момент, когда подали мясо, и, получается, также, соответственно, скромно получилось с мясом. И уже со стороны невесты родители такие, ты что, за что такое? Вы меня, короче, опозорили перед моими родственниками. То есть им было со своими родственниками стыдно, да, чем перед кудалар. Да, что за мясо? Мы сами сейчас свое вот это забирайте. И они там откуда-то заказали, и они чисто своим родственникам свое мясо раздали. Вот это трэш. И да, жених не выдержал, он встал, ушел, говорит, ну, свадьбы не будет, вы извините, вы, оказывается, живите сами, да, такие классные, оказывается. И вот собрались, ушли, и потом как-то пытались его сдержать, потом уже как-то родители тоже уже приняли это, и все, свадьба не завершилась. А с вашей роли такого не было? Типа, ой, давай. Типа из-за меня что-то? Нет, не из-за тебя. Из-за того, что ты как-то поддержать его, сказать, типа, нет, все нормально. О, конечно, мы же такие как раз. Многие моменты нам приходится обтекать. То есть кто-то взял, вот что-то ляпнул, очень плохое. И нужно уже перед народом это перефразировать как-то, там, войти в ситуацию. У меня было так, что одна девушка гонялась за мной, била меня и гонялась по всему Тое. Она была очень, скажем, много выпившая в тот вечер. И она что-то мне говорила. А у меня свои слова есть. Иногда некоторые люди наши забывают, что у людей есть свои функции. Они вообще о других людях забывают, у них свои желания. А она вот ко мне стремится и что-то мне говорит. Я говорю, сейчас, хорошо. Там что-то была просьба такая невыполнимая. И я такой, хорошо. Я уже при всех людях говорю, хорошо, мне подойду там или, скажем, решим этот вопрос. Я при всех уже в микрофон сказал. И она там тоже такая, и что-то заматерилась, что ли. И так, она хотела ударить меня, я такой отскочил, так голову так убрал. И она такая сама чуть ли не упала и обратно встала. И вот момент, да, можно ее обвинять, там, скажем, можно осрамить ее по полной, да. Там весь народ, конечно, ее там возненавидит, да, за то, что она портит вечер. Но можно это с юмором. Ну, типа, блин, Айнаш, все, хватит, между нами ничего не может быть. И она такая за мной гонится, бьет, а я отшучиваюсь и по залу убегаю. И весь народ, ха-ха-ха, короче. Им смешно, она за мной просто гонится пьяная и хочет меня ударить. Она все время не может меня ударить, попасть в меня не может. А я убегаю,
Но я жду момент, когда ее уберут, ну, типа, свои, технично ее уберут. И она при всех так гоняется, бьет меня, а я так отшучиваюсь просто, ой, а наш, блин, не может быть, у меня же другая девушка, и такой убегаю. И настроение осталось, настроение сохранилось. Там уже поняли, что, ну, чуть-чуть выпил, и все. И вот ведущий выбирает, в какую сторону повернуть, да? Вот он должен вытаскивать, размазывать чуть-чуть должен, да? То есть много функций, не только слово дать, там игры провести, там уже много чего есть. То есть ты держишь общий массовый интеллект, во-первых. То есть ты выбираешь чуть-чуть умнее вести, там, чуть-чуть интеллектуальнее или проще, там, тоже ведущий выбирает, да? Ну, смотря на гостей, да, наверное. Смотря как хотят заказчики. Молодожены. Да, они хотят. Мы хотим, чтобы проще было. Ну все, тогда ты проще. Ты тоже не без там замудренностей, просто веселишь. А иногда говорят, мы хотим вот культуру, но у нас есть люди, которые пишут книги. Я такой, ну хорошо, ты уже должен так наравне, спокойнее. Потому что для них это будет, ну, чуть плебейство, да, мы начнем там веселиться, там. Они уже начнут такие, не, мы не такие, да. Надо, чтобы всем понравилось. Мгм. Сколько стоит? Ну, я уже 10 лет сумму не меняю. У меня 500. Я и не поднимал Это никогда с Со рейтингом. скольки до скольки? А? Со скольки до скольки? Ну вот сколько мероприятий проходит. От Да. начала до конца, да? Да, там, блин, с кыргызами не получится так. Я ровно приду и ровно начну, а потом я ровно закончу, уйду. По-любому начало отсрачивается, а ты в конце не можешь уйти все равно. Поэтому я уже перестал бороться с этим. Спокойно. Я прихожу, как будто я часть этого праздника, как будто я тоже родственник, шустрый дездешка. Я только среди них просто хожу такой, я узнаю, больше так интересуюсь, вот ты откуда, это Такешка. Я с ними также стою, как будто я тоже член семьи. Я общаюсь, узнаю их. А потом уже чуть-чуть легче, ты уже знаешь, кто есть кто. Потом в конце уже реально тугандар был в сарае. Да, а если ты будешь вести себя, как будто у тебя просто услуга, и тебе самому тяжелее. И там уже моментов таких очень много, где вот друг другу вопросы, да, от ведущего к хозяевам, и от хозяев к ведущим очень много вопросов получается. А лучше вот влиться, и ты такой среди них. На самом деле, многие слишком серьезно относятся к мероприятиям. Это праздник, там люди отдыхают, все. Они отдыхают, надо отдохнуть. А некоторые прям серьезно такие, вот так, вот так, вот так. И сами себе портят праздник. Часто бывало, что там родители бывают сами жених и невеста, они настолько все точно подготовили, все, да, вот прям минута в минуту. Ты такой, говоришь, я тоже, так могу, хорошо. Ты ровно приходишь, ровно все объявляешь. И они такие, халамбриков, бегают туда-сюда, как будто все контролируют. Но весь вечер халамбриков düşет, да, потому что они организовывают праздник. Халам бүркіп жүрушет, а народ-то сидит, все равно смотришь на них. Они такие, им неудобно становится. И вот часто люди сами себе портят праздник. А есть такие, они вот так подходят, говорят, мы тебе доверяем, ты сможешь сделать. Я говорю, все. Знаете, как шикарно проходит? Потому что полностью на тебя доверяют. Это не зависит от регионов, например, нашей страны? От региона зависит стиль и композиция песен. И всего-то. По сути, особой разницы нет. Скажем, есть вот Бишкек, и бывают русскоязычные, да, русскоязычные. Но по сути, после половины там все одинаковые. Вот. Отдыхающий кыргыз – это отдыхающий кыргыз. Вот никакой разницы нету. Откуда бы он бы не был, нигде бы не работал. Отдыхающий кыргыз, вот он такой. Он потом вот так, один из них по-любому подойдет к диджею и скажет, нормальная музыка, ой, бойся. А там 99% под это зажигает. Он говорит, нормальная музыка, ой. Вот для него нормальный мне кем бельбесина. Поэтому без разницы особо нет разницы. А вот в стилистике есть. На юге, я там тоже часто бывает, мне заказывают. Покупают билеты, кстати, чтобы я быстро прилетел. Вот, да. И там вот любят больше танцевать. Там вот музыка должна быть четкая. Если вот, не дай бог, диджей не угадает их песни, они такие же сами подойдут со своей музыкой, да, уже. Вот. Есть места, где любят петь. Там нужно обязательно дать эти микрофоны там, соответствующим личностям, там, не знаю, тетенька там, да. У нас тетенька там поет в опере, балет. Ты обязательно там позови ее. Хорошо. И ты такое делаешь не так, что вот вы поете, оказывается, пойте, нет. Надо как будто само пришло к этому. Типа пришлось, какой-то конкурс. И она такая, споет, классно. Вот разница только в этом. Есть места, где и не поют, и не танцуют. Им надо сидеть, болтать, тосты любят некоторые регионы. Просто говорить и говорить. Менен, кыл буйрук, вот такое любят.
Да. По сути, все разные, просто люди отдыхают. Мне кажется, не только кыргызы, вообще люди. Че, праздник, надо отдохнуть. Надо дать хороший шанс, да? У вас есть в офисе покерный стол. И вот У нас где? в офисе 1-1 В студия. студия 1-1 Студия есть. 1. Ага. Есть Мгм. покерный стол, где вы часто там собираетесь. И вот мне интересно, Где ребята там часто собираются. где Мгм. ребята часто Мгм. собираются. Ага, не Вы я. там не участвуете? Я нет. Ага. То есть вы там не собираетесь и не Я пишете никак... скетчи? Там? Да, Да, за там, покером. там бывало мы писали, да. Так вот, я же именно это и хотела спросить, Так. а не про вашу игру в покер. Ага. Где пишутся шутки? За этим столом? Нет, в разных местах. Это может быть в туалете, это может быть ты идешь до магазина. Ну, вообще, пишется же не с неба. Мгм. Все берется с жизни, да? Ты сначала должен наблюдать, там, на улице видишь, там, в магазине, в кинотеатрах, ты видишь все всякие ситуации, запоминаешь это все. А когда пишешь, собираешься с ребятами, говоришь идею, ну и все. Ну, то есть у вас нет такого, то, что вы все время ходите и записываете, там, оп, идея пришла, и вы так Да, записали на телефон. да, заметки Сразу полные. заметки У делаете. наших ребят, да, заметки такие полные. У вас тоже есть телефон открыть, заметка там. Да, но шутки, не шутки, всегда шутки. получается, что потом интересно это ребятам. То есть, когда тебе это приходит идея в голову, ты думаешь, все, я расскажу, короче. Видишься с ребятами, потом такое, начинаешь рассказывать, и самому тебе уже не смешно. Ты уже рассказываешь, и самому не смешно, уже неинтересно. Думаешь, ай, блин. Да. Поэтому иногда лучше в свежую. То есть, когда приходит в голову идея, ты его рассказываешь именно с той точки, да, обзора, откуда можно уже вытащить юмор. Потому что вначале это как маленький зародыш, такая идея, как маленькая желтуха такая. С него сразу павлин не расскажешь, да? Вот. Как ты относишься к легализации наркотиков? Легализация наркотиков где? В какой стране? У нас в Кыргызстане. Для чего? Для медицины? Вот Или для просто употребления? Для употребления народа. Да, народ и так употребляет везде. Или что? Чтобы это еще и в комках продавали? Ну, чтобы легализовали, уже было как бы, знаешь, то, что 18-летний там парнишка подойдет. Не, я его думаю, не возьмет это. нужно. Не нужно. Зачем? Это же полнейший блуд. У наша страна и так страдает насчет сознания. Что, дальше, что ли, чтобы пили? Не надо? Не надо. То есть ты Нет. против, по сути. А так? Ну да. А так? А так? А так как? Чистое такое Чтобы незаконное наши- употребление. Нет, и чтобы такие Snoop Doggy ходили у нас, да, в стране такие, да? 50 Cent. Ага, 50 центы. Не, 50 центов я не думаю, он, наверное, больше это такой. Алкашек, наверное, да? Шучу. Никогда такого не было, чтобы ты зазвездился. Было в универе, когда только начал. В универе, наверное. Вот я за собой, мы за друг другом всегда следим. Вообще, КВНщикам чуть легче, чем певцам, потому что певец, он один поет. Он один поет, я один звезда, ему тяжеловато, да, вот концентрироваться, да, на вот этом. А у нас КВНщики, что, мы сразу друг друга гасим же. Мы сразу всегда гасили. Кто-то чуть-чуть звездит, все такие и трещим, да. Вот у меня первый раз, это звездняк был у меня в универе, потому что только пришел, со школы вышел в универ, и как-то таки стал знаменитым в универе, много внимания, и ты такой, я за собой просто заметил, что я слишком много людей вокруг, и я начал уже отбирать. Я думаю, это уже есть уже звездняк. Да. Это капец как звездняк. Но с другой стороны тоже, ты не знаешь искреннее отношение к тебе. Если тебе 25 человек хорошо относятся, ты не знаешь, кому ты ближе, да, кому ты ближе не знаешь. Ну а потом уже, конечно, становишься взрослым, ты уже начинаешь разбираться в людях, вот, разбираться в качествах людей, и уже такой, вот этот мне важен. И ты уже, кто просто в воздух бросает слова, ты уже в себя не принимаешь. Ты ему даешь об этом знать, и тот такой, все, извини, короче. И вот это звездняк происходит из-за того, что мы меньше психологи, мы пока молодые же. А потом ты становишься взрослее, и все. Но народ часто путает слово «звездняк» со словом «культурное поведение работника культуры». Допустим, если ты... И многие такие на ожиданиях. Они такие... Люди ожидают тебя, что-то от тебя,
а потом ты не так себя ведешь, а они уже думают, все звездняк, короче. Вот, допустим, на видео смотрят наши приколы, мы же там веселые, мы там радуемся, веселимся, мы их веселим. И они в жизни встречают, а я спокойный. Ну, скажем, не знаю, у меня какие-то проблемы, может, да? А я такой задумчивый в своих проблемах, он меня видит, он ожидал, что я капец начну веселиться, веселить его, а я такой серьезно стою, он думает, вот звездняк. Вот такая путаница есть, это уже чисто субъективно он ошибается, да? А если объективно, то да, я в универе был, я такой, чуть-чуть, я же узнаваемый здесь, да, и такой начал уже вести себя не так, как сам хотел бы. А потом я такого быстро в себя пришел, ребята мне сказали, давай успокойся, мы быстро приземлились. И нормально после этого не было. Я себя считаю просто, у меня есть своя миссия, я его выполняю. Да. Сколько бы этот человек не знали, и у меня цель не была, чтобы меня узнавали. Хотели бы, чтобы я узнавал, чтобы меня узнавали, если бы я хотел бы, я не знаю, насрал бы на площади и все. И все бы знали бы, Ну, верно? да, правильно. Все бы знали бы. Можно в Хайгул попасть, стать звездой. Спокойно. Спокойно, да. Да. Поэтому дело не в этом, да. Дело не в том, чтобы узнавали. Дело в том, чтобы узнавали себя люди в твоих словах. Вот это важнее. Вот можете рассказать, как вы отдыхаете со своими друзьями? Я знаю то, что вы не любите говорить на эту тему, не любите еще раз. Насчет дружбы? Нет, насчет того, как вы отдыхаете. И вот недавно, просто накануне у Чингиза был день рождения. Ага. Я видела по сторисам то, что вы там присутствовали, просто отжигали. Расскажите, как прошел этот вечер? Вечер классно прошел. Я вот так считаю. Какой человек, так и его мероприятие проходит. Там, начиная с дней рождения до свадеб, да? Какой человек сам. Ну и вот у Чики максимально тусовочно прошло. Он любит танцевать, мы танцевали. Он любит сюрпризы, были сюрпризы. Все экспрессивно, все легко было. У некоторых прям вот надо сидеть, да, там, выбирать ложку или вилку. А у некоторых вот прям просто тусовочно. Некоторые любят просто на районе капот открыл там. Ага. Вот. А Чингисхан? А Чингисхан, а тусить так же, как и все люди, тусим мы. Как еще? Кыргыз же умеет тусить. Он придумал целую культуру тои, чтобы тусить. Тяжело ли было из творчества сразу уйти в бизнес? В сеть ресторанов быстрого питания, так как вот ты сейчас сам сказал, что ты очень слаб на цифры, а там именно же идет вот подсчеты, Это не я делаю. калькуляции. Ага. Ты, получается, был просто спонсор, как бы, да? Да нет, там очень много работы. Вообще, сфера хорика, это вот ресторанный бизнес, он вообще, я не сказал, что мы пока относим себя туда, мы там вообще дилетанты. Там очень много подводных камней, много чего нужно знать, очень много этапов становления. И у меня вот лично, у нас есть команда, скажем, да, из 3 людей, кто за что отвечает. У меня вот реклама, а это мое любимое, я на это даже учился. Вот, как отрекламировать, как донести. Вот. Есть один из наших ребят, который очень хорошо делает подсчеты, всю бухгалтерию, становление, да, что к чему привязывать, и он смотрит туда. И есть часть маркетинга, именно связь с другими, с партнерства, да. Получается, 3 вас. Сейчас, да. Интересно. Вот. И каждый свое просто делает, кому удобно. Я считать, да, я не могу. Ну, у вас получается самый такой, самая легкая должность, по сути. Это образ Хуанита, который вот просто раскачивает вашу сеть. Кстати, я недавно еще смотрела ваш видеоролик. Там, получается, была суть в том, что вы такой полный, сидите, кушаете шаурму, и там пробегает красивая девушка. Вы потом в конце такой, кой, надо шаурму уже, этот надо похудеть и с ней познакомиться. Потом вот сфера быстрого питания, это же никак не связано со здоровой пищей, а вы написали типа, мы то, что мы едим. И вы уже такой худой там стоите. Вот этого момента я ждал. Я хочу разъяснить. Во-первых, это так. Скажем, на сигаретах всегда написано «курение убивает», да? Это так. Так что неважно, кто это говорит, это всегда надо говорить, то, что курение убивает. Даже на сигаретах это написано, да? Потому что мы заботимся же о народе. Потом,
Смотрите, как это вообще само пришло. У нас был такой заказ, мы работаем с социальным фондом, и у нас большой заказ из 10 роликов. Мы же не только ресторан в страницах, мы еще и юмористы, контентщики, которые создаем, да, публикуем, чтобы люди смотрели. Ну и мы сами выбираем, то есть мы не можем рекламировать все подряд. Мы такие отбор делаем. То есть вот это вот похоже на то, что мы хотим говорить. И вот там про здоровую нацию, там, кстати, еще впереди много будет тем. Там одна из тем — это ожирение, потом еще есть вода, чистая вода, там разноцветная еда, то есть в плане нужно радужно питаться, то есть разноцветную еду нужно кушать. Да. Вот как раз-таки наш народ, именно в стране, в городе, почему-то привык к хардкору фастфуда. Там даже и мясо не совсем мясо, во многих местах. Ага. А Да, что там, например? то есть у многих только ключевой момент выбрать именно ту еду, это оказывается цена. Ну и цена плюс нужен, там объем нужен, да, им. Где тебе предоставляют большую еду за дешевое, это как раз-таки все вредное. Это вот как раз все такое дешевое собирается со всех мест, ты не знаешь, откуда эта вся еда собирает. Это вот, вы представляете, да, откуда, где это? Это вот огромное тесто, да, и заворачивают внутри большое количество мяса или не мяса, которое непонятно откуда это. Все, да. короче, я не буду кушать. Да, это... И вот народ это все кушает. А у нас совсем не так. Да. Во-первых, у нас жира почти нет. У нас в фастфуде Eliminate, жира почти нет. Это мы все смотрим. Все идет разноцветно. Если вот внимательно открыть один бургер, это вот салат, это такая котлета и такая легкая булка, которую тоже мы очень долго смотрели, разрабатывали, чтобы был максимально легкий такой. То есть вообще можно 2 кусочка хлеба в день, да? То есть даже фитоняшкам. Да. Тут как раз 2 кусочка хлеба. Ты, как известный человек, считаешь ли своим долгом высказывать свое мнение чаще относительно нашей власти? Нет, насчет того, что чаще, чем другие люди, нет. Мы все одинаковые. Перед законом все одинаковые. Да? То есть от того, что я там чуть-чуть громче скажу, мне по башке нададут, от этого мне народ спасибо не скажет. Ну, да. Да, они сегодня меня поддержат, да, ты правильно говоришь. Завтра там меня посадят, скажем. Они такие, вот, его посадили, байхуш, и дальше будет жить. То есть я знаю, что у нас народ такой, временно громкий всегда. То есть что-то происходит, где-то они пошумят, да, там, скажем, вот, там кто-то будет очень громко говорить, вот здесь неправильно, это же человек, завтра почему-то его нет. У него, оказывается, там дома надо убраться. Там, или у жены днюхай, он туда уйдет. Да, это нормально, и за это винить не нужно. Это гражданская активность, это, скажем, не обязанность. Это просто желание, скажем, да. Чуть-чуть иногда бывает, сердце такое бьется за страну, ты такой выговариваешься. Я тоже. Бывает, я выговариваюсь, иногда такой, блин, все равно становится. Особенно ты видишь представителей, да, нашего общества, некоторых прям, которые, ты прям видишь, что они не некоторые, что их очень много, их большинство, да, подавляющее. Ты такой видишь, и многие сдают свои принципы, да, обычные. Принципы не нашей нации, да, в своем стиле, а даже просто принципы общества создают, ты такой видишь. И что, я за этот народ говорю? Типа, я за него сейчас говорю, что ли? Ты такой иногда, и своими делами, да, занят. А иногда, блин, ты такой вспоминаешь, там, что вот эти все земли, блин, нам не просто так дали. Да. Да? То есть мы за него ответственные. Еще у нас очень слабо с признанием. Надо уметь признавать. Это ирония. Общество должно признавать, вот наша страна, вот она такая есть, и все, надо его любить. Допустим, машина, да? Вот у тебя машина там, не знаю, Матис. Вот это твоя машина, и ты на нем ездишь. Надо признать, не нужно думать, что она временная. Да, ты, наверное, хочешь другую машину, но относиться к Матизу так, что это твоя пока единственная машина. Это вот признание, да? Вот просто сравните, вот в Европе может быть старик, и он всю жизнь проработал официантом. И он признал просто. Он просто признал, но он зато лучше в своем деле. Там какая-то тетя открыла этот цветочный магазин. Она всю жизнь этим занималась. А bizde, блин, каждый на GX скоро должен ездить. И каждый скоро станет президентом, да? Из-за того, что они живут не настоящим днем, а планируют кем-то стать, они забывают всех людей, которые они ступеньку вот эту всю забывают.
Они относятся к кому-то, как будто уже стали президентом. Они относятся ко всем вокруг, как будто уже на GX ездят. Мгм. И самоиронии никакой, критики не принимают. Да вроде бы сам какой-то просто там, не знаю, кто он может быть. Где-то в налоговой работает, все, он начертил себя снаружи, что он капец какой крутой, короче. И он скоро, да, сядет на какую-то машину. И он сейчас уже себя так ведет себя, как будто он на этой машине ездит, что он капец какой крутой. И относится к другим людям как-то. Свою машину, на которой он пока ездит, там, не знаю, скажем, Лада, да, какая-то. И он свою машину особо не смотрит, да, он сломает, и он отдаст уже следующую. А может, для кого-то это шикарная машина была, да, он мог не ломать, да, нормально мог отдать эту машину. Самоиронии, да, нету, у страны очень слабая самоирония, у России тоже, кстати. Там вот многие юмористы говорят, вот, самоиронию хорошо замечают юмористы, так случилось. Надо вот самоироничным быть, надо принимать, да, все как есть. Я такой, я такого-то роста, я знаю только вот столько языков. Вот такого признания нужно, признавать надо. И вот то же самое насчет страны, да, в целом. Да, нету у нас небоскребов. И чё, блин, и чё? И чё нету, и все, не надо. Ему из-за того, что мы стремимся к тому, что скоро станет здесь небоскребы будут, мы не любим нашу страну. Потому что она не такая еще, как мы представляем. А если мы будем любить, вот все хотят огромные эти особняки построить. И дом, который сейчас у них есть, они не разукрашивают. И вот полстраны сейчас в стройке, идет стройка. Просто строится еще. Мы еще не начали жить. Это дом стоит, но скоро здесь будет шикарный особняк. И стоит, да, еще дом. Он 20 лет, 10 лет, вот кто не согласен. Стоит же дом. Мы скоро начнем жить. Мы скоро начнем быть столицей, скоро начнем быть страной. Поэтому у нас все торчит, да, до сих пор. Мы не любим. Поэтому мы бросаем мусор, потому что еще не стало так, как мы представляем. Здесь еще не стало Дубаем, поэтому давай пока бросать мусор. Потому что еще не стало же Дубаем. Да, Вот когда Битпарк да. качает вокруг, вот тогда только мы будем любить людей, только тогда мы не будем бросать мусор, да? Да. А вот так что, полюбить нельзя, что ли? И вот поэтому очень много разводов. Это тоже сказывается по отношению к людям. Они представляют капец как идеал человека, или себя тоже они представляют уже слишком каким-то крутым, и они уже ведут себя так, как будто стали такими. И они чуть-чуть надменны над другими людьми, они критичны над тем человеком, который рядом. А надо признавать, это моя жена, какая есть. Это мой друг, какой он есть. Он не нужен, он не обязан быть богатым с тобой. Он не обязан иметь машину. Он не обязан стреляться за тебя. Зачем он должен умирать? Да, друг, наверное, умирает за тебя, но он, оказывается, еще и должен за тебя умирать, да? Там. Нет, признать надо его, принять. Пусть он лох, один из твоих друзей. Прими его таким, пусть он будет лохом. Вот город, есть лоха города, да? Лохи города. Давай признаем их такими. Но когда-то отчилып, он не с другой стороны будет выходить. Этот же лох, зато, да, он не дерется, но он капец как умный, шарит, да? То же самое, есть такие города, такие люди есть, да? Поэтому у нас слабо с признанием и с самоиронией. Я бы, не знаю, посоветовал, порекомендовал бы, призвал бы всех просто признавать, кто мы есть, и быть близки к правде, к истине. Недавно ты прилетел с России, и 24 числа ты выставил пост, то, что ты сфотографировался с одним там турок он был, да, или дагестанец? Мальчик, получается, актер, где мигранты. Ты еще сказал, что таджик. Он был таджиком, да? Ага. Ты сказал, что вот я сыграла с ним в одном проекте, называется он «Мигранты», и там все твои подписчики сразу, что за? Вот расскажи мне про этот проект, как ты туда попал? Да, я не знаю, могу ли я спойлерить, потому что сама компания еще трейлер, да, не выпускал. Ну, вы название уже знаете, оказывается, да? Знаю. Ну, я думаю, тогда, наоборот, реклама будет хорошая тогда. Ну, сериал, это сериал. Сериал называется «Мигранты». Про всех азиатов в СНГ. Вот. Неважно, в какой стране. Конечно же, с малых городов все стремятся в большие города. И никаких наций не существует, есть люди. И вот «Мигранты» — это как раз про ребят, которые из малого города, чтобы, не знаю, обеспечить себя или семью свою в своем городе, выдвигаются в большие города, и там они встречаются, и там разворачивается большая история.
которая будет рассказываться в течение сериала. А сериал, сколько там серий в одном? 9 серий. 9 серий. Первый сезон, 9 серий, да. Продолжение, то есть тоже, да? Ну да, Вируса будет. А сколько там вы серий отснялись? Во всех сериях участвовали? Да, все, сезон отсняли уже. А, Просто вот в чем прикол. Я поехал на 12 дней. Это у нас съемки были в Питере. Я поехал туда и остался на 3 месяца в России из-за карантина. ага, Я вы не смог попались. обратно прилететь, да, я попался. И все, забрала на меня какие, Россия, матушка. Содержание, да? На какие деньги вы там жили? 3 месяца в чужой Вы- стране. Питеру, это не дешевый, кстати, город такой. Ну да, ну поэтому я перебрался в Москву. М, Да, мы месяц в Питере были, а потом уже в Москве. Да. Вместе были, с кем вы были? Там много этих из площадки остались люди. Там операторы, актеры другие, тоже в свои страны не могли уехать. Но, к счастью, там у меня братишка родной живет. Мгм. Все, я у него был, гостил все это время. А как вообще вы туда попали? Кто вас пригласил? Они просто такие посмотрели, о, там есть Диана Шмайер в Кыргызстане. Ну, с этим байкешкой мы очень давно работаем, знакомы. С этим байкешкой? Я расскажу сейчас, кто это. Это Эльдер Кенесаров. Вот, Азия Микс, знаете же, да? Мгм. Ну, тогда еще с Мишфака, славянского, мы знакомы. Он, можно сказать, сенсей, который чуть-чуть направил нас в сфере КВН. Вот. И у него там свои дела были, свои проекты, у нас свои. И вот так момент настал, когда мы могли вместе поработать. И он говорит, давай, я тебя вижу, сыграй здесь. Я говорю, байкет, давайте, смело. И вот оказались через 2 недели там, в Питере, съемочки. А он как раз там продюсер, а Аким Гарасаев, он режиссер. Он тоже сценарист и режиссер. А сериал будет, получается, именно на ТНТ, да, наверное? Ой, это я не знаю, честно. Я же говорю, сейчас важно сам Ой, контент, а где это здорово. будет показывать, там уже будут обсуждать. Тогда Кенсаров и Акиму большой респект за такое, то, что они там, в России, снимают, Да. и своих же тянут отсюда туда, да? Это же Мгм. очень хорошо. Ты служил в армии? О, ну, почти армию я видел, да. Но не ту, которую у нас, здесь, Мгм. которым, да, турники, кастрюли по башке друг друга бьют, потому что думают... Космос. У нас космос, да. У нас космические десанты. Я называю армией, вот больше армией я называю то, что мы, как сборная КВН, ездили в другие страны играть от нашей страны. Мгм. Это вот Казахстан, там в поезде мы могли там 3 дня ехать в автобусе вот так вот сидя, ты даже не ляжешь, не приляжешь чуть-чуть. Вот просто сидя едешь. И нам так и говорили, Арслан Ибрагимов, это наш редактор, сборной Лиги Тамашов была команда. Вот он был нашим редактором. И он говорил, это для вас армия. Это было тяжело часто, именно психологически тоже. Это вот днем и ночью мы отбивали каждую секунду, там, каждый миллиметр нашего движения. Он говорил, это для вас армия. Поэтому, когда вы говорите армия, мне только это приходит в голову. КВН. Вы, Жестокий вы- КВН. вы получили ответ, потому что Мгм. слово армия пока другое. У меня есть вопрос. Вопрос длинный, я его зачитаю. В один год вы вместе с Азия Микс выступали у Маслякова на КВН. Высшую лигу прошли Азия Микс, а вы оказались в первой лиге. Вот, по моему мнению, вы таки хорошо выступили, и вы были, по моему мнению, также достойны высшей лиги. Но была в чем причина, то, что вы не прошли туда? Это какая-то была внутренняя их, наверное, КВНовская политика или что? О, нет, вы что? Нет. Мы никак не были одинаковы. Они намного опытнее нас. Мгм. Азия Микс, это больше многие учителя даже, тем, которые с нашего состава, Тамашоу, да, намного опытнее они. И вот в Сочи был фестиваль. В Сочи был фестиваль, и их взяли в вышку. Мгм. Они до этого, по-моему, еще 2 раза уже были, и несколько лет подряд. И вообще команды, которые туда попадают, они каждый год на фестивалях, они зарабатывают рейтинги на свой команду, а потом их на год, на сезон распределяют по лигам. Мгм.
И у нас не первая, кстати, мы в премьер-лигу попали. Это в истории очень редко-редко бывает, чтобы команда в первый раз приезжает и сразу попадает в премьер-лигу. Это получается уже вторая лига, да, по важности. Это вот вышка идет и сразу премьер. А так там есть первая лига, лампа и очень многих по СНГ. И вот мы показали игру, опыт, багаж, да, я бы сказал, больше багаж, потому что здесь лига, Тамашов, в котором очень много было игр, очень много наработанных сценариев, которые сборная и собрала. И уже в Алмате мы поиграли чемпионами, там дважды чемпионы в русских лигах, дважды в казахской лиге. Потом уже все, Алматы уже поиграли, уже нечего играть, не с кем. Все, поехали в Астану, там поиграли, там выиграли. А потом уже Сочи, как все КВН-команды, которым предстоит увидеть Сочи, этот фестиваль. Город, представляете, вот весь город и все КВНщики. Вот там КВНщик сидит, вон там, вон КВНщики проходят, вон там вон бегают КВНщики, понимаете? Весь город заполняется КВНщиками. 800 команд. Это в среднем, если там, да, где-то там по 10 человек, это только те, которые на сцене. Там очень много людей, и по всему городу они везде прям КВНщики. То есть тусы были? Ну, тусы это неотъемлемая часть, да. КВНщики хоть где могут придумать тусу, но там важно выступить. Самое главное это выступление. И не до туз там. Возможно, после это своего номера как-то уже отдыхают, кто вылетает, скажем. А вообще готовишься и готовишься. Так, Сочи, Сочи. Потому что да, все важные личности именно вот в этой сфере там сидят в жюри, смотрят. Очень волнительно было. И мы выступили, отточенный сценарий показали, и почему-то хороший рейтинг нам дали, сразу в премьер-лигу. И вот для нас это уже была большая победа. А какой там о вышке мечтаете? Они сколько там играли в других лигах, чтобы попасть в вышку? Они намного опытнее нас. Ну и сильнее, как оказалось, вот, стали первее чемпионами, чем сборные из Казахстана. Да? А вот ваш вообще состав Тамашоу, как вы здесь познакомились и вообще у кого была такая идея, а давай мы с тобой поедем туда, давай мы будем играть в КВН? Кто вот? Ну, а руководитель наш, Эрмек Нурбаев, он и как основатель и ведущий лиги Тамашоу КВН на кыргызском языке. И вот он устраивал в течение нескольких лет, эта лига прям прорвалась, в стране была самая известная на тот момент. И вот все команды играли там. Ну вот вообще мы со своей командой, с командой Ахкеме, мы играли везде, во всех лигах. Да? То есть потом еще Лига Азия Микс была, мы там тоже играли. И во всех факультетах, ну что, студенты же, КВН, любимая игра. Мы играли везде и, конечно же, там. Но в первый раз на сцене, по-моему, мы были, ну то есть, если вне межфака, то есть уже между универами, по-моему, там играли. Первая игра была там. Тамашоу, на первый раз на сцене, там я говорил текст, речь свою, вот там я пробовал себя. Ну и там уже чаще игры проходили, за то, что лига хорошая пошла, чаще игры проходили, поэтому рейтинги хорошо выросли, и команды получили большой бесценный опыт. Вот. И играли, и вот прям вот хорошо, скажем, показывали, хороший контент даже был. Потому что вот бывает, мы с ребятами собираемся, смотрим архивы, там прям даже бывали очень сильные шутки, очень умные причем. Именно на народ, именно на правительство бывали, да, шутки с хорошими примерами. А потом такие, вот и Нурбаев, получается, основал сборную, он говорит, давайте играть уже от нашей лиги, от страны уже в других странах. И вот мы начали уже первые шаги с Алматы. А вот внутри вот этого всего была ли какая-то конкуренция? То есть вы выступали, получается, и там, и тут. Не было такого, что вы приходите в чужую уже команду, когда в своей играете, и там все такие как-то аккуратно, типа шпион среди своих. Не, ну да, есть такое, есть такое. Но у всех была одна цель, это прославить нашу страну, юмор в нашей стране, поэтому иногда мы сдерживали это просто в себе. Но, конечно, мысли есть. Почему я... Плюс каждый в своей команде же там есть кто-то фронтмен, да? Кто-то фронтмен, кто-то там, я не знаю, затравщик, кто-то всегда впереди, да? А тут, получается, все сборная и все фронтмены собираются. Тут просто уже уступаешь тому, кто опытнее, у кого это лучше получается. Да, подсознательно как-то получалось так, что сложно, что-то вот мы выбирали долго, но этот механизм в итоге как-то заработал, и там уже были свои правила, и все просто знали.
кто что делает, кто какую позицию играет. Ну просто там любой мог. Эту же роль мог сыграть много кто с этой же команды. А вы не Ну, мы делили больше- там, типа, жребий или там, не было ли такого, то, что драки, например, я хочу там затравлять эту шутку и там просто драка среди парней? Нет, такого не было. Ну, было такие молчаливые всякие взгляды, ну, типа, я же мог лучше. Вот обидно, когда вот твоя шутка здесь, придуманная, твой архив, именно твоей команды, шутка твоя, а там уже играет другой человек. Вот тогда обидно. То есть шутка, которую ты придумывал, он тоже, да, должен был сниматься? Достал этот чемын, блин. Да. Чему наворошить, да? И были моменты спорные, ну, типа, кто должен исполнить? Ну, а потом уже сработались, да? Сейчас вы все дружите, общаетесь. О, такого- да, конечно. Это непоколебимое движение в нашей стране. Накануне ты залил пост о реакции, призывал, можно так сказать, людей. Ты там сам не был, не участвовал, да, как я понимаю? Не, можно сказать, что я участвовал, Ага. да. Этот закон Мгм. как-то тебе вредит, он тебе мешает, это манипулирование слова, так как ты медийная личность, Мгм. и обычно медийные личности, они должны высказывать свое Мгм. мнение и не Мгм. боясь этого. А тут против, грубо говоря, идут против тебя. Да. Ну, я не только на этом митинге. Я всегда, когда неправильный закон принимали, я всегда выговаривался. Или там происходило что-то такое, с чем я не согласен, я сразу выговаривал это. Я выговаривал там, где я это могу. И не только Инстаграм, это, возможно, ну, там видели, я могу и в другом месте, я могу так громко сказать, я это говорил. И буду говорить, если что-то не будет неправильно. Ну, слава богу, не самый глупый человек, да, и я пытаюсь все время изучать историю, особенно нашу историю я изучаю. Я знаю, какие ошибки были у других народов с данной позиции, да, насчет всего инфраструктуры, там, экономики и всего-всего, да. Я такой изучаю и смотрю, где ошибки, что-то неправильно делают, я просто говорю, выговариваюсь. Просто это не помещается иногда, да. А такого не было бы, чтобы именно нас, медийных личностей, это задевает. Нет, это задевает всех. Если бы я был бы слесарем, я по-любому это сказал бы. Я бы сказал, вот так нельзя. В смысле манипуляции информацией? Что за... Это, во-первых, невозможно. Бороться с фейками невозможно. Ладно, давай уберем опасения наши. Мы опасаемся, что любое лишнее слово насчет власти, это приведет нас в тюрьму. Мы этого боимся, Да. да? Народ говорит. Но они скрывают это тем, что они будут бороться с фейками. Давайте просто обратимся к этому. Они никогда не смогут бороться с этим. Они не смогут. Огромные страны не смогли с этим бороться. Как? С фейковой страницы? Во-первых, это нифига не опасно. Ничего не... И во-вторых, даже если они будут контролировать, это все равно будет. Всегда будут фейковые страницы и фейковая информация. Она будет всегда. Ну вот, да, мне тоже кажется, что Да. всех в одну гребенку не заведут, мне кажется, в тюрьме просто мест не хватит. на Да, самом но это деле. просто там, наверное, есть свои цели, скажем, у властей, потому что у нас слишком свободолюбивая страна, народ свободолюбивый, да, и они всегда будут говорить, и, возможно, у них есть свои такие планы, такие большие, да, насчет политических, это совсем, другая сторона вообще, другая стезя, и мы, наверное, мало понимаем, мало разбираемся в политике, наверное, но так взять народ и их жизнь, и она напрямую связана с этими законами и со всеми остальными. И тут просто, мне кажется, правительство себе облегчает чуть-чуть жизнь, наверное, чтобы выполнять свои какие-то планы, наверное. Это я не знаю. Невозможно, не о нашей власти говорю. Давай я буду говорить о всех властях мира, да? Давайте. И народом я буду называть всех людей на земле. Миротворцев, свободолюбивых и всех остальных. И вот плохое — это всегда плохое, и народ не обманешь. Вот не надо бороться с фейками. С фейками сам народ будет бороться. Сам в голове. Сам в голове народ всегда знает. Никогда не обмануть народ. Вот всем можно одну информацию говорить и говорить, и они все равно узнают другую версию. Все равно народ. Никогда не обманешь. У нас на генном уровне с фейками боремся, поэтому и никакой опасности нет. А вот контролировать, чтобы, допустим, бороться с терроризмом, да. Это есть отдельные для этого комитеты, все остальное, ведомства есть. Пусть они смотрят. Мы все оплачиваем им деньги. Мы зарплату им даем, чтобы они работали на страну. Ну
Они, к сожалению, думают по-другому, они разделили. Они думают, что они другой народ, а мы народ другой народ. И они как-то с нами против, да? Это вот самое худшее разделение. То, что там север, Талас, там это юг, Лейлек, это просто спортивное состязание, ой, кто лучше. И это нормально, вот у всех было. Раньше мы на 40 делились, кыргызы. Да. Мы на 40 делились и Племя. соревновались, чтобы быть, каждый из них, чтобы был лучше. Не для того, чтобы один вышел, доказал, что все остальные фигня полная, а они самые лучшие. Не для этого делились. Делились, чтобы соревноваться просто. Кто лучше. И то же самое сейчас. Не надо бояться. Вот все, наоборот, боятся, но политика использует это, наоборот, в их благо. Они используют, самую худшую сепаратизацию делают они. Они делят народ. Вот они типа сажают там всяких юмористов там маленьких, которым только 18, хотят посадить за то, что он там осудил нескольких своих подписчиков. Вот вы оттуда люди вот такие-то, типа межнациональная рознь. Вот настоящую рознь они делают, разделяя на партии, большие партии, разделяя, большие режимы делят на два. Вот они разделяют народ. Но русский народ, блин, дай бог, мы очень мудрые и не будем поддаваться всяким провокациям. У нас только максимум соревнования, да? А вот большую сепаратизацию делают они. Они разделили четко вот власть и народ. Не надо делить вместе. У них есть родственники в народе. И каждый из них родственник для кого-то, да? В любом случае, худа как минимум, друг. И не надо там делить, они... Сейчас вот интеллигенция пропала у страны, да? Интеллигенция пропала. Это вот... Интеллигенция должна стоять наверху. Это люди, там, скажем, искусства, да? Там, скажем, человек с оперы, балета, я не знаю, с театра. Он всегда был в таких мероприятиях, где он там рассказывал, делился мнением. И он сам, на самом деле, у него такой кругозор был, он бывал везде. Он мог реально пользу приносить, да, именно самой интеллигенции, получается, самому обществу. Но нет. У нас наверху кто стоит, у кого много денег. Да. А чтобы, да, у человека было много денег, что нужно делать? Обмануть другого человека. Вот сейчас, вот, к сожалению, вот такая какая-то борьба такая. Самое это, мы ушли в дно капитализма. В дно, мы уже животный инстинкт используем в стратегии развития себя. А вот есть ли у тебя друзья с крим-авторитетом, такой, с криминального круга, с которым ты общаешься по сей день? Кстати, чтобы открыть точку, мне кажется, по-любому должен быть какой-то человек, который приглядывает за твоей точкой. Это Радик, да? Это Радик. С Айкошей. Да. Айкоша же, да, как раз. Она же мафия же здесь, в нашей стране. Вот я тоже Жена знаю Радика. по всем точкам. Да нет, почему же? Не обязательно, чтобы был крим-авторитет, чтобы у тебя было дело. Достаточно быть этим таким дипломатичным, достаточно быть человеком, чтобы договориться с другим человеком, да? Вот. То есть нету? Или Вас есть, кто да, именно всё-таки? интересует, да? Просто страна у нас не такая большая, все друг друга знают. Мгм. И время такое, что все друг друга быстро забывают. То есть, да, с каждым днем. И поэтому есть или Сидевшие нет, друзья есть? Грубо говоря, сидевшие, отсидевшие друзья. отсидевшие свою Передачки пузу есть давали? друзья. Отсидевшие свою жопу друзья есть у меня перед телевизором такие. Эркин. Это Эркин. Вот. Это причем он чуть-чуть старался бегать еще, да? И аппетит у него хороший. Видимо, жена она хорошо готовит. Да. М. Все, спасибо вам большое за интервью. Было очень классно, познавательно. Мгм. Надеюсь, мы раскрыли вас. Мгм. Сейчас сначала я. Мгм. Спасибо. Ну, ребят, соблюдаем все правила на самом деле. Мгм. Мгм. До свидания. Да, зовите еще. Обязательно. Тем более, если про Кешу надо рассказывать.